Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Это время мы посвятим нефтехимии, или, если быть точнее, поговорим о последних тенденциях на мировом и российском рынке полимеров. Узнаем, как прошел один из центральных и самых авторитетных отраслевых форумов – международная выставка «Интерпластика-2019». Ну и, конечно, расскажем подробно о производственных буднях и перспективных планах одного из ведущих в Европе производителей нефтехимической продукции компании «Нижнекамскнефтехим». Не будем терять время, нам есть о чем вам рассказать. Мы начинаем. Смотрите сегодня. Остановились на компании Haldor Topsoe по ряду причин. В первую очередь это оперативность. Стратегический проект. В Казани руководители ТАИФ и датской Haldor Topsoe обсудили перспективы строительства установки метанола в Нижнекамске. Узнаем больше. Интерпластика-2019. Смотр достижений, последние тенденции и полезный обмен опытом. Нижнекамскнефтехим показал товар лицом. Чем еще запомнится этот форум в Москве? Развернутый репортаж. Кто хорошо работает? Нижнекамские нефтехимики вне рабочих будней. Нижнекамскнефтехим, как и другие предприятия группы ТАИФ, ведет постоянную работу над расширением международных связей. В рамках взаимодействия с зарубежными компаниями производство планомерно модернизируется, расширяется линейка продукции. Не так давно в Казани в головном офисе компании ТАИФ были подписаны важнейшие контракты, которые имеют стратегическое значение не только для самого предприятия, но и для всей экономики Татарстана. Подробности прямо сейчас. В Нижнекамске в самое ближайшее время планируют реализовать масштабный проект по строительству новой установки метанола мощностью 500 тысяч тонн. Соответствующие контракты были подписаны в Казани в головном офисе АО «ТАИФ». Партнером Нижнекамскнефтехима, входящего в группу компаний ТАИФ, выступила датская Haldor Topsoe, мировой лидер в этой области. Метанол – важнейшее сырье в технологическом процессе Нижнекамскнефтехима. Он используется для производства формальдегида, который, в свою очередь, является сырьем для выпуска изопрена. Из изопрена уже производят синтетические каучуки, продукцию крайне востребованную на рынке. Метанол Нижнекамскнефтехим пока закупает со стороны. После реализации проекта нефтехимики уже не будут зависеть от других поставщиков. Кроме того, это существенно снизит затраты на производство готовой продукции. Мы убеждены, что это будет примером большого успеха, потому как мы применим весь свой арсенал, весь опыт на рынке технологий и катализаторов. А в этой области у нашей компании есть достижения. Сочетание этих факторов с опытом компаний ТАИФ и Нижнекамскнефтехим настраивает всех на оптимистичный лад. Лично я в общем успехе не сомневаюсь. Датская компания представит Нижнекамскнефтехиму лицензию на технологию нового производства и будет осуществлять необходимые инжиниринговые услуги. Рабочей и проектной документацией по проекту займется российская компания. Требования рабочие. Но мы гибкие и понимаем, что требования заказчика – это требования заказчика. Их надо выполнять. Работа над этим стратегическим проектом идет давно, заверил нас генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бекмурзин. Участвовало в наших, так скажем, рассмотрениях порядка 18 компаний. Остановились на компании Haldor Topsoe по ряду причин. В первую очередь это оперативность и предоставление документации, в первую очередь базового проекта в кратчайшие сроки. Ну и хорошая, выгодная цена данного предложения. Нефтехимический сектор не только один из самых перспективных и динамично развивающихся, но и конкурентных. Поэтому, что называется, держать нос по ветру нужно всем, и крупным корпорациям, и небольшим игрокам.
Оттого участие в таких отраслевых форумах, как Интерпластика, для нефтехимических компаний – это не просто дань моде. Это важная часть работы. Возможность и себя показать, наладить и укрепить связи с партнерами, обменяться опытом и на других посмотреть. Международная выставка в Москве – это всегда смотр новинок и последних достижений в сфере полимеров. Чем в этом году удивляли на Интерпластике и как был представлен Нижнекамск нефтехим, расскажем. Интерпластика – это всегда грандиозно, масштабно, креативно. Это смотр лучших достижений в сфере полимеров. Это выставка номер 1 в своей области. Поэтому здесь представлено все, весь производственный цикл, от идеи до ее воплощения, от сырья до готовой продукции и производственной линии, все инструменты и все сервисы. Особенность Интерпластики в том, что она постоянно расширяется. Как говорят ее организаторы, если компания заявится для участия в выставке один раз, то с вероятностью 90-95% она заявится еще и еще раз. Поэтому список тем и направлений здесь расширяется стремительно. В этом году это уже 22-я по счету выставка, и в ней приняли участие более 700 компаний из 35 стран мира. География стран-участниц растет так же стремительно, как и количество обсуждаемых тем и направлений. Одна из особенностей последних лет – широкое представительство компаний из Азии, особенно из Китая. Помимо новичков есть и старожилы – компании из Германии, Австрии, Италии и Турции. К уже постоянным участникам Интерпластики можно отнести и Нижнекамск нефтехим. Компания Нижнекамск нефтехим представлена на выставке традиционно солидно. Здесь и те позиции, которыми татарстанские нефтехимики традиционно гордятся. Это производство различных синтетических каучуков, а также новинки, новые достижения в производстве АБС-пластика и в других направлениях. Мы выставляемся стендом для того, чтобы привлечь сюда как можно больше потребителей, встретиться с ними. Надо признать, что результаты из прошлого года, я думаю, в этом году тоже будут, естественно, хорошие, потому что за последний год мы увеличили количество прямых договоров с переработчиками, просто в разы. Интерес к стенду и продукции Нижнекамск нефтехима проявляют посетители из самых разных уголков России и из-за рубежа. Тут и проверенные партнеры татарстанского производителя, и новые компании. На этих выставках есть возможность встретиться не только со своими потребителями, но и с поставщиками сырья, как на этой выставке, обсудить, подвести итоги работы за год, то, что мы завтра собираемся сделать, в частности, с коллегами из Нижнекамска нефтехима, обсудить планы на следующий год и реализовать их. Я первый раз на Интерпластике, и это мои первые переговоры в Москве и сразу с Нижнекамск нефтехимом. Это очень интересный опыт, когда в одном месте собираются ведущие производители и потенциальные клиенты. В этом-то и главный плюс от таких форумов, что пользу получают все участники. И крупные компании, которые представляют свою продукцию и последние новинки, и проверенные партнеры, и небольшие компании-переработчики, которые имеют возможность напрямую выйти на поставщиков. Как раз приехал в этот раз для того, чтобы попытаться напрямую начать работать именно с этим заводом. Нижнекамск нефтехим, да? Да. Вот именно очень нижнекамский полиэтилен нас интересует. Потому что они собираются выпускать новые марки, они совершенствуют. Основная задача здесь – это сконцентрировать это общение с потребителями. У потребителей в течение года накапливается ряд вопросов, и мы, встречаясь с ними здесь, решаем эти вопросы. В прошлом году к нам одна обратилась компания, что нам нужен материал для полипропилен для медицинских изделий. И сможете ли вы сделать такое? Сможете ли вы сделать аналог импортного материала, но с более улучшенным комплексом свойств? Мы в течение этого года провели определенную работу с этой компанией, и на этой выставке мы с ними встречаемся и подведем какие-то итоги этой работы. В этом году компания Нижнекамск нефтехим представила на международной выставке широкий спектр выпускаемой продукции, сделав акцент на новый марочный ассортимент пластиков. В этом направлении Нижнекамск нефтехим в 2018 году проделал большой объем работ в целях замещения импорта. В
частности, нефтехимики освоили выпуск бимодального полипропилена и выпустили новые марки полистирола для пищевой упаковки. Совсем недавно, освоив крупнотоннажное производство линейного полиэтилена низкой плотности, Нижнекамск нефтехим стал производителем еще одного нишевого продукта – полиэтилена средней плотности, который применяется для изготовления изделий методом ротационного формования. Более 50 встреч с постоянными партнерами и представителями компании – лишь предварительные итоги работы татарстанских нефтехимиков на выставке. Главные итоги и результаты, судя по всему, еще впереди, и они настраивают на позитивный лад. Перед Нижнекамск нефтехимом сейчас стоит амбициозная задача не просто удержать свои позиции на рынке, но и по возможности увеличить доли рынков и в России, и за рубежом. Касается ли это более традиционного для нижнекамцев направлений, как синтетические каучуки или тех же пластиков? В компании уверены, резервы роста есть и там, и там. О заводе пластиков, его буднях и планах в нашем репортаже. За 2018 год заводом пластиков выпущено более 700 тысяч тонн товарной продукции. По сравнению с предыдущим периодом увеличение производства налицо. Чего только стоит линейный полиэтилен низкой плотности. В основном выпускается линейный полиэтилен низкой плотности. Он составляет 83% всего выпускаемого ассортимента полиэтилена. В тоннах это порядка 165,5 тысяч тонн составило. И увеличение в сравнении с 2016 годом составило на 25,5 тысяч тонн. Также на заводе начали производить новый вид полипропилена – бимодальный. Он обладает уникальными физико-механическими свойствами. Область применения данной марки – это композиционные материалы, пленки сельскохозяйственного значения, упаковочные пленки, пакеты для заморозки, ну и также для выпуска ламинатных и термосаживаемых пленок. Освоили также выпуск полистиролов, предназначенных для пищевой упаковки. Интересно, что все пластики, которые выпускаются на заводе, в основном ориентированы на внутренний рынок Российской Федерации. В числе проверенных и устоявшихся производства АБС пластиков. Производство само по себе несложное, сама сложность только при производстве АБС пластика, так как там используется три разных вида сырья, много ингредиентов. И там у нас давление, вязкости очень высокие. Требуется большое внимание требует процесс. В отличие от нашего производства в том, что наше оборудование, наша технология позволяет получить чистый полимер с очень минимальным содержанием остаточного мономера. Ну, что, конечно, позволяет нам применять данные виды пластиков как в медицине, так и в производстве игрушек детских, столовых приборов. За производственными хлопотами не забывают и об экологии. В прошлом году удалось сделать многое. Одно из мероприятий – это переход на пластиковые поддоны отгружаемой продукции на производстве полипропилена. То есть это замена деревянных поддонов на пластиковые, то есть оборотные поддоны будут. Это переход на новые формы отгрузки продукции насыпью в полимеровозы и в бигбэгах. Здесь это влечет за собой снижение объема упаковочного материала, объема отходов упаковочного материала у потребителей. Одно из главных преимуществ пластиковых поддонов – это, конечно же, экономия древесины. Деревянная упаковка используется всего один раз. Пластиковые же можно применять многократно. И это только часть мероприятий по охране окружающей среды. В текущем году заводчане планируют продолжить работу в этой сфере. Конечно, сейчас Нижнекамск нефтехим живет масштабным проектом по строительству нового олефинового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год, который татарстанские нефтехимики реализуют совместно с зарубежными партнерами. В преддверии начала строительства нового этиленового комплекса с 29 января по 1 февраля на Нижнекамск нефтехимии прошло обучение в рамках Олефиновой академии. В
В 2018 году велись переговоры с лицензиаром проекта, германской компанией Linde, по проведению бесплатного обучения в рамках строительства объекта. Для организации обучения в рамках Алефиновой академии учебным центром по подготовке персонала была проведена большая предварительная работа. На обучающий курс пригласили специалистов Нижнекамск-Нефтехима, представителей группы компаний «Таиф», «Казань-Оргсинтеза» и «Таифа», а также лучших студентов высших учебных заведений НХТИ и КНИТУ. Всего более 100 слушателей. Были рассмотрены технологии или установки получения этилена, пропилена, дивинила, бензола, основных продуктов этиленового комплекса. Ну и сейчас завершающая часть этого обучения и обязательная часть — это прохождение тестов, то, как кто усвоил материал и как готовы мы в будущей эксплуатации нового этиленового комплекса. В течение 4 дней специалисты компании Linde рассказывали о технологии получения этилена и эксплуатации олефиновых установок. В качестве преподавателей выступили ключевые специалисты компании Linde с большим опытом и багажом знаний. Эксперты этой компании разработали целую серию лекций о современных трендах производства этилена, особенностях процесса его получения, эксплуатации печей пиролиза, а также по вопросам промышленной и экологической безопасности. Лекции проходили на английском языке, весь период обучения осуществлялся синхронный перевод. По окончании прошел экзамен в форме тестирования. Оценивать эффективность обучения и полученные знания будут германские специалисты. Каждый слушатель получит сертификат о прохождении данного курса, а лучшие работы будут отмечены грамотами компании Linde. Решение больших производственных задач в Нижнекамске идет параллельно с решением экологических вопросов. Вот уже более 50 лет градообразующее предприятие Нижнекамск-Нефтехим содержит на своем балансе биологические очистные сооружения, сокращенно БОС. Туда стекают как промышленные, так и хозяйственные бытовые стоки со всего города. За счет собственных средств акционерное общество проводит реконструкцию объекта. В настоящее время на БОС продолжается второй этап масштабной модернизации. Касается он узла механической очистки химзагрязненных стоков. Подробности в репортаже. Биологические очистные сооружения Нижнекамска по праву можно назвать уникальными. Это единственный в Татарстане объект, который очищает разные виды стоков. Они поступают от населения города, от предприятий и организаций. Поэтому нагрузка на БОС огромная. В сутки через сооружение проходит до 213 тысяч кубометров стоков. Перед сбросом в каму вода проходит несколько стадий очистки. Первый, вот, как я уже сказал, это механическая очистка. На второй стадии у нас идет очистка биологическая. Потом идет узел обеззараживания. И последняя заключительная фаза – это уже фильтрование, после которой, значит, стоки направляются в реку Кама. В 2016 году завершился первый этап реконструкции БОС, который коснулся узла механической очистки хозбытовых стоков. Изменения значительно повысили качество вод, сбрасываемых в Каму. В прошлом году начался второй этап модернизации, касающийся узла механической очистки химзагрязненных стоков. По очистке здесь будут отработаны, чтобы старые легче работали. Работы начались в прошлом году ближе к лету. Например, еще в июне эта территория выглядела так. Тогда еще только прокладывали подземные коммуникации и заливали основания под установки. А сегодня здесь уже ведутся завершающие работы. Модернизация коснулась и лаборатории, где контролируют и проверяют сточные воды. Благодаря второму этапу реконструкции биологических очистных сооружений будет закуплено новое оборудование, лабораторная мебель. Новое оборудование позволит нам выполнять более качественные анализы, также более оперативно выдавать результаты. Модернизация принесет огромную пользу прежде всего горожанам. Нижнекамск-Нефтехим внедряет на сооружениях одну из лучших в Европе современных технологий очистки стоков методом аэрации с последующей очисткой углеводородов на биофильтрах. Благодаря этому улучшится не только качество воды, но и состояние атмосферного воздуха. Полная модернизация очистных обойдется Нижнекамск-Нефтехиму более чем в 3 миллиарда рублей. Завершить второй этап планируют летом этого года.
Ну и в завершении программы небольшой калейдоскоп из жизни нефтехимиков. Вне производства их будни также интересны, насыщены и полны яркими событиями. Женщина года, мужчина года, женский взгляд. Зональный этап республиканского конкурса в Нижнекамске проводится уже в 7-й раз. Как правило, участие в нем принимают женщины из самых разных сфер деятельности. Ну и какой конкурс в Нижнекамске без прекрасных представительниц Нижнекамск нефтехима? В этом году возможность отстаивать честь компании выпала 2 сотрудницам научно-технологического центра. Елена Ткачева выступила в номинации «Женщина производства». Я создаю пластмассы новых, лучших марок. В Нижнекамск нефтехим Елена Николаевна пришла в 1990 году. За время своей трудовой деятельности повысила квалификацию от лаборанта 4-го разряда до ведущего инженера. Признается, что участие в конкурсе не доставило ей особых хлопот. Напротив, женщину всегда привлекало что-то новое и интересное. Для меня это, конечно, не свойственно быть на сцене и что-то рассказывать, петь или танцевать. Я все-таки занимаюсь больше исследованием. Моя работа тоже очень творческая и действительно полезная и нашему городу, и нашему предприятию. Но я ощутила себя в новом качестве достаточно органично. Мне это понравилось, я получила новые эмоции. Вторая представительница нефтехимиков Альфия Сибгатулина носит белый халат лаборанта на протяжении 40 лет. И ни секунды не жалеет, что устроилась работать именно сюда. В конкурсе женщина была представлена в номинации «Женщина. Пример года». Мы в этом году, в 2018 году, получили эмульгатор для обезвоживания нефти от воды. Вот с этим я сюда попала. Семьи и коллеги пришли в этот день поддержать прекрасных конкурсанток. По их словам, у них есть все шансы на победу. Финал конкурса пройдет в преддверии Международного женского дня в Казани. В заключительном этапе Нижнекамск нефтехим будет представлять Елена Ткачева. В порядке все в порядке. Также искренне и трепетно, как и в юные годы, Матвей Андреевич и Марина Григорьевна вместе уже почти век. Ей 92, ему 98. Но души их по-прежнему молодые, и первые минуты встречи они вспоминают, как будто это было совсем недавно. Меня все знали, шептали, он как сестра пишет. Первую плясунья, первую певунья была. Он тихий был, стеснительный. А я бойкая. По словам хозяйки, они притянулись словно магниты. И именно поэтому в семейной жизни у них все было гладко и сладко. Единственную дочь Лидию научили главному принципу в жизни. Трудолюбие. Сами трудяги. И даже не представляю, что можно просто сидеть и ничего не делать. Мама лидер, папа. И поэтому ругачек нет. Матвей Батарев свою трудовую жизнь посвятил Нижнекамск нефтехиму. Сегодня с любовью вспоминает те моменты. 12 лет я на промбазе проработал. 10 лет отработал, мы на пенсию направили. Пенсию дали, собрание сделали, все. А потом начальник говорит: Новиков, работай. И пенсию будешь получать. И зарплату будешь получать. Я еще 2 года работал еще там. Нижнекамск нефтехим — компания, которая всегда помнит и заботится о своих бывших работниках. На сегодняшний день в акционерном обществе 146 ветеранов Трудового фронта и 5 из них ветераны войны. В этот важный день для семьи Батаревых представители градообразующего предприятия не оставили без внимания. Как много лет, сегодня день в день, у вас 70 лет совместной жизни. И то, что у вас такой вид прекрасный, такое отношение замечательное, для нас это было и есть, остается действительно примером. Большое вам спасибо за такой хороший пример для всех, для нас. Мы вас поздравляем от имени руководства комбината и от ветеранов, Совета ветеранов с такой торжественный момент. У вас 70 лет совместной жизни. Счастья, здоровья, благополучия вам желаем. А это еще один повод изумиться. То строители на кирпиче, то Емеля на печи.
Но сотрудники МЧС на мини-пожарной машине спускаются с горы. Фестиваль Сани Фест этим и славится. Интересно, забавно и, самое главное, креативно. Уже второй год подряд в Мамадыше собираются любители главной зимней забавы – катания на санях. Команда нефтехимиков в этом году на фестивале впервые. Как оказалось, ребята приехали не просто побеждать, планы грандиозные. Нам нужно просто захватить галактику. Ребята из Мамадыша также взяли идеи для создания самодельных саней из фильма. 3 дня обдумывали, за 4 построили. Идея пришла из кинофильма «Кинзадза». Это наш летательный аппарат «Пепелац» из планеты Плюк. Всего же на мероприятии были замечены повозки в форме танков, комбайнов, космических кораблей, трон на Снежной Королевы и избушки на курьих ножках. Во время заездов гости мероприятия смогли согреться горячим чаем и угоститься выпечкой. По итогам конкурса в номинации «Где это видано» команда Нижнекамск нефтехим заняла 2-е место. И это при том, что ребята приехали на фестиваль впервые. Нефтехимики уверены, что в следующем году их сани непременно станут лучшими в Татарстане. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.